В идеологическом направлении совместно с ВААК подготовлено 3 исторических фильма об Абхазии. Хронометраж одной части около 7 минут, а в общей сложности около 20. Прекрасно структуризированная, систематизированная история Абхазии, которая за 30 минут, в принципе, дает представление о нашей стране, о ее истории. Ну а что касается каких-то спорных моментов, она дает возможность для размышления, для исследования, для дискуссий. И как раз, мне кажется, в школьном формате это прекрасное такое подспорье для того, чтобы изучать нашу историю. Как отметил зампредседателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателья, вместить в общее время всю богатую историю Абхазии было нелегко. Я предполагаю, что это именно тот формат, который несет самый большой, оптимальный и большой эффект. Для диаспоры, наверное, для юного и молодого поколения, для ознакомления со своей исторической родиной. Мы надеемся, что данный проект вызовет у них интерес для дальнейшего изучения. Эти фильмы будут направлены в федерации, в организации, например, в Турцию это Федерацию абхазских культурных центров, также в Иорданию, в Дивана-База, в Черкесскую ассоциацию в Ливане, в Сирийско-Арабскую республику, в Адыга-Хас, и также, как вам известно, посольство будет распространять работу, производить по распространению данных роликов, данных фильмов. Короткометражный фильм с элементами анимации подготовлен на 3 языках – абхазском, английском и русском. Впоследствии будут добавлены еще 2 языка – турецкий и арабский. История самого создания фильма заняла 7-8 лет. Автор и режиссер проекта Дауд Логуа рассказал, что идея зародилась после просмотра проекта «Рим за 20 минут» на YouTube-канале «Арзамас». Проект кочевал, так скажем, от войска спонсоров до каких-то пауз. Потом мы связались с ребятами с ВАКа, и оказалось, что у них была похожая идея. Они тоже давно пытались адаптировать историю Абхазии. И до того, как мы попали, так скажем, на стол к комитету по репатриации, ВАК поддержал идею, и мы сделали небольшой тизер. Нам дали возможность показать пример того, как мы это видим, какие решения будем принимать. Прежде всего, проект рассчитан на молодежь, чтобы служить ей так называемой живой памяткой. Англоязычная версия проекта, по словам представителя ВААК Дмитрия Жиба, была сделана для мировой аудитории, чтобы познакомить ее с Абхазией. Если говорить честно, качественного информационного контента об Абхазии на английском языке в сети катастрофически мало. То есть такую задачу тоже решает этот фильм. На мой взгляд, фильм удался, он получился таким динамичным, насыщенным информацией и, что немаловажно, по-настоящему с красивой картинкой. Важно отметить, что за основу самого сценария фильма был взят академический учебник по истории Абхазии. И, несмотря на это, научную рецензию нам проводил еще один наш друг и товарищ, кандидат исторических наук Джамбул Инжге. Вторая часть фильма, по словам авторов, самая яркая по визуальной части и при этом самая сложная по материалам. Дауд Логуа отмечает, что нет практически никаких подтверждений, например, как выглядели сыновья Леона II. Дальнейшие работы, которые вы видите, визуальные, это большой важный инструментарий, это нейросети, которые тоже долгими попытками мы приводили к какому-то варианту, который нам нравится. Потом мы этот вариант согласовывали с ребятами, с Джамбулом Инжге, который давал подтверждение того, что это уместно, что так оно может выглядеть, так могло выглядеть. И во второй части еще хочу отметить работу Анри Гумба. Здесь музыкальная композиция написана специально под вторую часть. И по стилистике, я думаю, те, кто играл в компьютерные стратегии, примерно уловили стиль и звуковые решения, да? И музыка похожа на динамичную такую стратегию компьютерную. Как раз это период истории тоже был такой.
И в третьей части, так как уже третья часть захватывает уже наши дни, там, слава богу, был интернет, был фотоархив, и с удовольствием люди с нами делились материалами. Проект реализован при полной финансовой поддержке Государственного комитета по репатриации в рамках реализации совместных идеологических проектов СВАК. Совсем скоро лента выйдет в широкий доступ в сети и на ТВ. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.